Наш эфир начнет брифинг о работе по дополнительному обеспечению оснащением и снаряжением участников СВО из Республики Саха-Якутия. Предлагаем послушать. Оперативным штабом Республики Саха-Якутия продолжается работа по дополнительному оснащению и снаряжению участников специальной военной операции. В настоящее время на опорных пунктах продолжается работа и передача технологического оборудования, в том числе и якутских производителей. На прошлой неделе состоялась рабочая встреча в Министерстве обороны Российской Федерации с якутскими производителями изделий и техники, это как и квадроциклы «Сокол», «Тимират», самоходная техника Як-14, «Камикадзе», беспилотные летательные аппараты «Хотой», ну а также монотележек и противодронных топодронов. Реализуемые мероприятия и всесторонняя помощь от Республики Саха-Якутия получила высокую оценку со стороны оборонного ведомства. Проекты, представленные на постоянной выставке, даны рекомендации, и мы продолжим работу по их доработке. Также из Нижнего Табистяха выехала очередная большегрузная машина с техникой и гуманитарным грузом. По пути исследования она забрала гуманитарную помощь в городе Алдан и Нерюнгри. Кроме того, параллельно ведется сбор и доставка гуманитарных посылок, транспорта, техники от предприятий, организаций, ну а также жителей нашей республики. В целом, с начала 2026 года выполнено порядка 36 рейсов, перевезено более 95 единиц транспортных средств, а также более 170 тонн гуманитарной помощи и адресных посылок. Работа по дополнительному обеспечению военнослужащих продолжается. Далее перейдем к новостям. В студии Дарья Каролинкова. Здравствуйте. Вначале коротко о темах к этому часу. Ситуация с топливным обеспечением в Якутии тяжелая. Для регулирования обстановки в столице региона провели первое заседание. В Амгинском улусе подвели итоги 22-й республиканской педагогической ярмарки, собравшей около 6 тысяч участников. На стадионе Туймада прошли всероссийские соревнования по стрельбе из лука среди ветеранов. В турнире приняли участие около 30 спортсменов. Ситуация с топливным обеспечением в Якутии тяжелая. Для регулирования обстановки в столице региона провели первое заседание оперштаба под председательством вице-премьера правительства Дмитрия Садовникова. Так, в ходе совещания было принято решение о создании оперативных штабов в районах республики и создании заявок по топливу от муниципалитетов. При этом, как отметил Садовников, в приоритете жизнеобеспечивающие службы. Это МЧС, система здравоохранения и пассажирские перевозки. Причину ситуации вице-премьер назвал очевидными, поскольку такая же обстановка складывается по всей стране из-за украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Еще, как говорится, трудности возникают из-за того, что кроме Саханефтегазбыта трем, как говорится, поставщикам нефтепродуктов, таким как Туймада, нефть, Сибойл, Паритет, нефтеперерабатывающие заводы, те компании, которые обязались поставить продукцию, они, к сожалению, не отгружают. И это создает, как говорится, для нас большие препятствия, но мы готовы решить и в этом направлении работаем. 1 июля в Якутии отмечает День ветеранов боевых действий. Памятная дата была установлена указом главы республики Айсена Николаева в 2021 году, чтобы отдать дань уважения всем защитникам Отечества. Основные торжества прошли в селе Маемегино Кангаласского района на площади Победы. Ветераны, семьи участников СВО и представители власти почтили память павших, минуты молчания и возложили цветы к вечному огню. В рамках мероприятия состоялось вручение наград родным погибших героев, передали ордена мужества. Также государственные знаки отличия получили действующие участники спецоперации. Мы, безусловно, чествуем участников боевых действий,
разных боевых событий. Наши бойцы, якутяне, выполняют блестяще свои боевые задачи. Это мы слышим от командования. Я буквально цитирую сегодня слова заместителя командующего Восточного военного округа, что если бы все регионы и все субъекты помогали, как Республика Саха-Якутия, результат мог бы быть еще лучше. Память героев чествовали в Вилюйске. У сквера ветеранов боевых действий собрались участники СВО, волонтеры и матери военнослужащих. В адрес защитников и их родителей прозвучали слова благодарности за стойкость и верность долгу. Особым моментом стало вручение государственных наград. В соответствии с указом президента России семьям погибших бойцов были переданы ордена мужества. Жители района склонили голову перед памятью героев, отдавших жизни во имя мира и будущих поколений. От лица ветеранов боевых действий, кто принимал участие, хочу выразить большую благодарность администрации города Вилюйска, нашим женщинам, детям, за которых мы воевали. И спасибо администрации, то, что помогали нам очень сильно гуманитарной помощью, ну и всем остальным. С праздником всех! Победа будет за нами! Памятную эстафету поддержал Инамский улус, где в сквере защитников Отечества состоялось возложение цветов к памятнику участникам локальных войн и вооруженных конфликтов. Значимым событием этого дня в районе также стало десятилетие общественной организации «Воин» под руководством Павла Оконешникова, который активно занимается патриотическим воспитанием, помогает фронту и уже 5-й год организует военный лагерь для юношей. В рамках официальной программы военный комиссар улуса Виталий Цуканов вручил посмертные государственные награды родственникам бойцов, проявивших мужество и отвагу в ходе специальной военной операции. Награду получила за своего брата Шевченко Руслан Сергеевич. Посмертное награждение, но это уже второе награждение. Первое награждение он получил при жизни за мужество. Сейчас он получил орден за храбрость, медаль за храбрость точнее. Да, он очень хороший человек был. Приезжал, когда в отпуск его отпускали, рассказывал, какие там ситуации у них там были. Там все дружно вместе, сплоченность, воевали все и ходили на боевые действия, когда говорили им. В общем, хороший был человек. Креативной индустрии – точки роста региональной экономики. Именно такое название получила бизнес-конференция, организатором которой выступила Торгово-промышленная палата Республики Саха-Якутия при поддержке банка ПСБ. Организация оказывает активную поддержку развитию предприятий и компаний региона, занимающихся развитием креативных индустрий. Подробности в сюжете далее. Мероприятие собрало креативных предпринимателей Якутии и других регионов Дальнего Востока. Банк ПСБ выступил соорганизатором конференции. Эксперты ПСБ представили финансовые решения, инициативы банка, а также социальные проекты, направленные на поддержку и развитие креативного предпринимательства. Цех Туймады является самым знаковым и масштабным мероприятием республики. Именно на этом празднике происходит передача культурных и национальных традиций якутского народа. Для предпринимателей это прекрасная возможность предоставить свой товар для жителей республики и показать свое мастерство на площадке Цех Туймады. Бизнес-конференция креативной индустрии «Точки роста региональной экономики» стартовала во время национального праздника из Цеха Туймады и была приурочена к 35-летию Торгово-промышленной палаты Якутии. Ее главными героями стали креативные предприниматели из Якутии, Сахалина, Камчатки, Приморского и Хабаровского краев Амурской области. В рамках обширной культурно-деловой программы участники конференции совместно с экспертами из Москвы и Санкт-Петербурга обсудили перспективы создания единой коммуникационной платформы креативных индустрий Дальнего Востока. В связи с принятием в прошлом году 330-го федерального закона это стало все очень интересно и очень значимо именно для экономики нашей республики и страны в целом. И вот по этому пути замечательному развития креативных индустрий мы движемся совместно с нашими партнерами, большими друзьями, банком ПСБ. И вот сегодня тоже эта конференция состоялась именно с таким размахом, именно благодаря помощи наших партнеров.
Банк ПСБ активно сотрудничает с правительством Якутии. В начале июня стороны подписали соглашение, позволяющее развивать туристический и культурный потенциал республики. Вероника Тырска, Виктор Дичковский, Якутск. В Амгинском Улусе подвели итоги 22-й республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа» образователя Марка, собравшая около 6 тысяч участников из 28 районов Якутии. Ежегодный форум вновь стал ключевой площадкой для обмена инновационным опытом связей в педагогическом сообществе. Важной особенностью этого года стала первая в истории ярмарки специализированная площадка для коррекционных образовательных учреждений республики. Результатом трехдневной работы экспертов стал пакет практических рекомендаций и предложений. Эти наработки лягут в основу стратегии развития системы образования Якутии на долгосрочную перспективу до 2030 года. Здесь работало более 100 площадок разных наших партнеров. Да. Приехали и общественные организации, которые занимаются и хотят работать в сфере образования. Также индивидуальных проектов педагогов практически не насчитать. Да. Около 2000 проектов мы проэкспертировали. Сегодня к нам также приехали эксперты из Москвы, акционерная компания «Просвещение», из Роскосмоса, вот сотрудник приехала. В Якутске стартовал 17-й фестиваль «Летний позитив» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профилактическом учете. На базе школы номер 2 прошла торжественная церемония открытия, где в качестве наставников выступили сотрудники МВД. За каждой командой закреплено отдельное подразделение полиции для укрепления доверия между подростками и правоохранителями. Программа началась с национальных игр предков, а до конца месяца участников ждут военно-спортивные эстафеты, интеллектуальные игры, турнир по мини-футболу и творческие конкурсы. Якутск сегодня центр притяжения лучших стрелков России. На стадионе Туймада прошли всероссийские соревнования по стрельбе из лука среди ветеранов. В турнире приняли участие около 30 спортсменов старше 50 лет из Москвы, Бурятии, Забайкальского края и Якутии. Мастера классического и блочного лука выполнили по 72 выстрела на дистанциях 30 и 50 метров. Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников, доказавших, что опыт остается залогом спортивного мастерства. Конечно, предварительного отбора не было, но здесь все равно допускаются спортсмены, которые занимаются стрельбой из лука. Там, может быть, знают правила. Конечно, те допускаются, кто знает правила стрельбы из лука. Придерживаются формы одежды, как можете видеть. Это белый верх, белый низ и инвентарь, который имеют при себе. Спортсменам дается 6 серий. В каждой серии они делают 6 выстрелов. Максимальная, так как у нас дистанция 50 и 30 метров, это десятка. Наименьше это 5 очков. К этому часу это все актуальные новости. До встречи в дальнейших эфирах.